Защитники ислама говорят, что Мария была так же молода, как Айша, на которой женился Мухаммед, поэтому то, что он сделал, было нормально. Была ли Мария молода, как Айша, когда выходила замуж за Иосифа? Нет. Этот аргумент совершенно недопустим. Тема, которую мы собираемся обсудить сегодня, касается того, была ли Мария такой же молодой, как Айша, или нет. То есть, была ли она в возрасте Айши, когда плотник Иосиф женился на ней? И, конечно же, рядом со мной наш брат Дэвид Вуд, который ответит на это возражение. Дэвид, ты постоянно слышишь этот довод? О, да. Как мы можем отреагировать на это? Конечно, в интересах наших зрителей. Да, и подумайте о приведенных здесь доводах, хорошо? Люди указывают на то, что проблема в том, что Мухаммед занимался сексом с маленькой девочкой, не достигшей половой зрелости. И ответ таков: но Мария тоже была маленькой. Так, в философии это называется логической ошибкой. Tu quoque. Tu quoque означает «и ты тоже». Причина, по которой это логическая ошибка, в том, что оно не решает проблему. Если, основываясь на доказательствах, мы придем к выводу, что Мухаммед был педофилом, то не будет иметь значения, является ли педофилом кто-то другой, верно? И они делают это не только с Марией. Они будут делать это с другими людьми в Библии. Они скажут: «О, но вы же знаете, что такой-то король в средние века женился на ребенке» и так далее. И они, похоже, не понимают сути проблемы. А именно, что если Мухаммед был педофилом, то к этой теме совершенно не имеет отношения, был ли какой-то король педофилом, или даже если Иосиф был педофилом. Это не имеет значения. Что нужно сказать? Так это Мухаммед педофил, как и тот другой человек. Вот почему это не дает ответа на вопрос. Вот почему это считается логической ошибкой. Либо Мухаммед педофил, либо нет. Либо у него был секс с 9-летней девочкой, либо нет. Либо она не достигла половой зрелости, либо достигла. Верно? Итак, вот в чем заключается проблема. Нет смысла указывать на что-то еще, но об этом часто упоминают. Якобы Мария была тоже молода, и поэтому тут много вопросов. В Древнем Израиле было возможно жениться на девочке, которой было 12 лет. Но никто не слышал, чтобы кто-то женился на 9-летних, верно? Так что это не так. Даже в Талмуде указан возраст в 12 лет. И у вас возникли бы проблемы, если бы вы попытались жениться на ком-то до достижения 12-летнего возраста. И тогда они говорят, что, возможно, ей тогда было 12 лет. И причина, по которой это может быть так или иначе, в том, что у нас просто нет точной информации о возрасте Марии. Если вы понятия не имеете, что говорят источники, и все, что вы знаете, это то, что можно было жениться на девочке 12 лет, тогда вы скажете, что, возможно, он женился на ней. Возможно, он женился на ней, когда ей было 12. Возможно, Иосиф женился на ней тогда, но это все гипотетически. Когда мы говорим о том, что Мухаммед женился на Айше, когда ей было 6 или 7 лет, и занимался с ней сексом, когда ей было 9, это основано на доказательствах. Мы утверждаем, что это то, что говорят ваши источники. Наши источники не сообщают, что Марии было 12, 13 или 14 лет. Ей могло быть и 18 лет. Что касается наших источников, вы обнаружите, что мусульмане обращаются к более поздним апокрифическим источникам, относящимся, например, к 5, 6 или 7 веку, где они начинают указывать возраст Марии и Иосифа. В одном из них написано, что ей было 12, а в другом, что ей было 14, и так далее. А затем вы найдете другой, в котором сказано, что Иосифу было 90. И никто не считает эти исторические источники надежными. Они появились слишком поздно. И мы знаем, почему они придумали возрасты. Потому что в католицизме возник вопрос, как Мария оставалась девственницей, будучи женщиной. Согласно католикам, Мария оставалась девственницей. Итак, вопрос заключался в следующем. Почему Иосиф не мог иметь половые отношения с Марией после рождения Иисуса? И вот в апокрифических источниках стали появляться сообщения вроде того, что он был действительно стар. Иосифу было 90 лет, поэтому он просто не интересовался этим. То есть это источники, которые, как вы знаете, люди использовали, чтобы ответить на возражения, которые возникали по поводу различных вопросов. Но опять же, никто не воспринимает их. И даже католики не воспринимают их как серьезные источники по истории Марии и Иосифа. Они появились слишком поздно. Так что на самом деле у нас просто нет достоверных сведений о возрасте Марии. Но мы можем кое-что разобрать по этому поводу. Вот кое-что из Библии. Я собираюсь прочитать пару стихов из 1 главы Евангелия от Луки. Хотите увидеть что-то интересное?
Итак, 1 глава Евангелия от Луки, начиная со стиха 39. Тут описывается Мария, пришедшая навестить Елизавету. Итак, встав же, стих 39. «Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. Благословенна ты между женами». Да, и жена означает старше, зрелая или взрослая. И это слова от Святого Духа. Святой Дух относит Марию к категории женщин. Почему это имеет отношение к делу? Ну, мы знаем, что в Библии есть категория, отличная от женщин. Это категория детей. Есть такая категория детей. И мы видим, что Иисус использует эту категорию. Итак, в 5 главе Евангелия от Марка рассказывается об Иаире, чья дочь больна и находится при смерти. И вот он идет к Иисусу, потому что слышит, что Иисус может творить чудеса. Поэтому он отправляется к Иисусу, чтобы тот пришел и исцелил его дочь. Но пока они идут, кто-то приходит и говорит: «Твоя дочь мертва». А теперь давайте прочитаем. Когда он еще говорил, так Иисус исцеляет еще одну женщину по пути. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что означает: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Если вам исполнилось 12 лет, вы все еще относитесь к категории детей и маленьких девочек. Мария благословена среди женщин. Она относится к другой категории. Таким образом, у вас нет ни одного надежного источника, который сообщил бы нам, что ей было 12 или 13 лет, или что-то в этом роде. Все, что нам нужно знать, это то, что ее называли женщиной в тот период времени, когда, если вам было 12 лет, вас все еще называли маленькой девочкой или ребенком. Итак, суть в том, что нет никаких оснований полагать, что ей было 12 или 13 лет. Похоже, она принадлежала к категории женщин, то есть была вполне зрелой. Таким образом, весь аргумент мусульман, весь их ответ, помимо того, что является логической ошибкой, является всего лишь фальшивым сравнением. Мы знаем, что Айше было 9 лет. Мы точно не знаем, что Марии было 12 или 13 лет. Похоже, что она была определенно старше. Но здесь есть и другие проблемы. Заметьте, даже если бы ей было 9 лет, когда Иосиф женился на ней, что бы это значило? Это Иосиф. Иосиф не является образцом поведения для христиан, образцом поведения, которому мы все должны подражать. Иосиф? Нет, но Мухаммед — образец поведения для мусульман. То, что он сделал, действительно имеет значение. Если бы мы вдруг нашли какой-нибудь утерянный источник, который показал бы, что Иосиф был убийцей с топором, угадайте, что бы произошло. Христианская доктрина не зависит от Иосифа, поэтому не имеет значения, что он сделал. Так что даже если бы он сделал что-то подобное, это не повлияло бы на нас. И даже если мы пойдем дальше и скажем, что в Древнем Израиле некоторых девочек выдавали замуж в возрасте 12 лет, и даже если мы скажем: «Хорошо, предположим, что Марии на самом деле было 12 лет», обратите внимание, что между 9 и 12 есть большая разница. У 9-летней девочки, возможно, только начинается половое созревание. Хотя, как мы уже увидели, Айша еще не достигла половой зрелости. Но она могла бы, верно? К тому времени, когда ей исполнилось 12 или 13 лет, она может достичь половой зрелости. Таким образом, разница в 3 года. Но для многих девочек это 3 года полового созревания. 3 года, когда их бедра расширяются, а грудь развивается. Таким образом, между 9-летней и 12-летней девочкой была бы огромная разница, даже если бы Марии было 12 лет. И если учесть это, то это не будет иметь значения. Потому что мы говорим не о парне, который является образцом поведения в христианстве. И тот факт, что согласно нашим источникам о ней говорится как о зрелой женщине, и тот факт, что это логическая ошибка,
Мы видим, насколько отчаянно мусульмане реагируют на этот вопрос. Просто подумайте об этом. Нет никаких оснований полагать, что в этом есть что-то педофильское. Но они попытаются использовать какие-то источники, сказав, что она была такой же маленькой девочкой, как и Айша. Заметьте, что они делают. Они говорят: «Эй, если вы критикуете нашего пророка за то, что он на самом деле сделал, если вы говорите правду о нашем пророке, мы будем лгать о людях, описанных в Библии. Мы собираемся лгать о вашей Библии, чтобы напасть на вас». И это просто показывает нам, с какой религией мы имеем дело. Это верно. А также просто хочу отметить, что в главе 3 сура Аль-Имран или Дом Имрана в Коране, в стихе 42 говорится о Мариам или Марии как о женщине. Я бы сказал, не использовалась фраза, обозначающая ее как маленькую девочку. Арабское слово «ниса» обычно используется для обозначения зрелой женщины. Итак, я пытаюсь сказать, что если мусульмане правы в отношении ее возраста, то Коран потерпел неудачу, потерпел сокрушительную неудачу, чтобы уточнить даже ее возраст. И это, по сути, то, с чем мы постоянно сталкиваемся. Спасибо вам, как всегда. И надеюсь, в следующий раз мы продолжим эти споры и обратимся к еще одному вопросу, касающемуся отношений между Айшой и Мухаммедом.